некоторые из них я отскринил, чтобы ответить, чтобы было понятно, о чем речь. Ибраим, алейкум ассалам. Каин машины. Ибраим, YouTube у нас подключен. YouTube, остальные платформы у нас подключены к эфиру. Так, карту получил увеличенную. Каин машины. Я еще не посмотрел в директе. Я думаю, что ты отправил. Я проверю, да, АДРС хорошая. Нам обязательно оригинальная форма. Каин машин, карта. Если есть на нем кто и чья это карта, название, год, где бывает этот уголочек. И Бехмобилош. Мам. So efir ya usik o oshik hali ya. Digdo. Digdo. Сумки. Давай. Короче, так вот, смотрите, вот что я хотел подметить. Я, само собой, зачитаю пару скринов. Опять же, не пешхой, не нашхой, не эхки, не лам эхки, никто из этих людей ни в коем случае я не трогая, не называя даже соседние регионы, максимально деликатно попытался свои видеоролики осветить, показать историческую родину, включая замковые комплексы. Мне было непонятно, особенно такие вот высказывания, которые сейчас я вам зачитаю. Самое интересное, я уже не говорю о том, что они касаются вообще. Я мог бы понять, если бы, начиная там с Экки, затрагивали. Но только первый пост я закинул, касающийся Пешхоевской башни. И пошли вот эти вопросы. Опять же, мы говорим о своей истории. Я надеюсь, люди, которые написали, я им написал, в Ютубе написал, чтобы они вышли со мной в эфир, доказали свою правоту. Во-первых, я никого ни в одном из этих роликов никакие нации не называл. И тем более не оскорблял. Но все же это история моего народа. Это историческая родина наших Нохчи народа. И здесь некий, послушайте, я делаю ролики о Нохчичуе, там, допустим, грубо говоря, о своей родине. И тут я ее получил из итальянской электронной картежной энциклопедии. Там очень даже карта римского государства, что и естественно. Каин машины. Смотри все карты, особенно касающиеся Кавказа. Там должны быть все, что касается нас. С годами, когда берешь карту, скидываешь скрины, и год пиши под ними, скидываем, и мы опубликуем. И постарайся максимально четко, чтобы было видно. Ва алейкум ассалам. Так вот, смотрите. Первый вопрос, который там идет. То есть, это непосредственно история Нохчи народа и горная часть Нохчи народа.
Я не знаю, к чему это, но вопрос. В сторону грузин вам не стыдно смотреть, пишет некий Алекс. Он много там пурги написал, но вот то, что я успел еще до того, как модераторы очистили страницу. В сторону грузин вам не стыдно смотреть, вопрос. Совсем недавно вашими руками разрушили их страну, запятая, а теперь строите планы интеграции, вопросительный, в кавычках. Юни-провокатор теперь придумывает новые стройки, точка. По древней технологии, в кавычках, которую записали египетские фараоны, многоточие, может поскромнее. Вот такой вот комментарий под хайбоховскими вот, музей, где я с Юни проводил эфир, где записывали, что Юни сказал, что иншаллах интеграция будет с Грузией, там наладятся хорошие взаимоотношения. Я бы хотел, во-первых, какое отношение имеет, я не понял, хайбоховские башни, но все-таки я хочу ответить этому имбецилу нарнийскому. Опять же, я не называю нацией. Я хочу ответить. Во-первых, нужно отвечать, если люди реально думают, что они правы. Нужно отвечать. Во-первых, в сторону грузин вам не стыдно смотреть. А нам с чего должно быть стыдно смотреть в сторону грузин? Это во-первых. Во-вторых, совсем недавно вашими руками разрушили их страну. Когда это руками чеченцев разрушили государство Грузии? Когда? Если ты, недоумок, пытаешься сказать, у меня страница открыта, я надеюсь, в Ютубе, сейчас трансляция идет в Инстаграме. Тот, кто может в Ютубе смотрит, может мне там же задавать вопросы, или же зайти в Инстаграм и здесь напрямую тоже написать. Это прямой эфир. Во-первых, чеченцы не разрушали государство Грузии. Никогда. Во-вторых, если вы имеете в виду, опять же я говорю, об Абхазии, то я не знал, что 34-35 человек, которые входили еще в то время, которые не живые, ныне покойные почти что все, могли разрушить грузинское государство, если говорить об Абхазии. Также не в обиду никому, но в этой военной кампании среди вас есть почти что столько же фамилий, они опубликованы в Фейсбуке и везде. Есть эти фамилии, кто какие посмертно награды получил, кто живыми получил награды. Это касаемо абхазского конфликта. Что касается, хоть я и не полномочен, я вот чисто по истории. Что касается южно-осетинского конфликта, опять же, участие числа военных, которые были среди Министерства обороны Российской Федерации, это военные, было настолько мизерным. Я не могу понять вот этого Алекса. Неужели 50 человек или 100 человек могут разрушить государство Грузии? Неужели вы считаете их настолько недееспособными? Вы прекрасно знаете, что это неправда. Вам просто-напросто хотите максимально не допустить того, чтобы у чеченцев и у грузин были хорошие взаимоотношения, чтобы вот эту дорогу через Итумкали открыли. Это вам стоит как кость в горле. Но, иншаллах, по мере возможности, по воле Всевышнего Аллаха, все наладится, отношения между нами и Грузией будет нормально. Это вас не должно касаться вообще. Вы отдельный субъект, мы отдельный субъект Российской Федерации. Мы как-нибудь сами разберемся. Что касается остального, послушай, ты не забывай, что я находился в Хайбахе. В Хайбахе находился. И именно там 700, почти что 40 человек, чеченцев, под предводительством Иосифа Виссарионовича Сталина, также Гвишиани, также Берии, были расстреляны ни в чем не повинные старики и дети.
И в Кавказской войне было много участвующих, которые были в армии Российской царской империи и воевали против чеченцев. Если вы не участвовали в войне, это ваши проблемы. Но мы из-за этого не обвиняем всех грузин. Никогда. Мы понимаем, это геополитика, мы туда не лезем. Насколько нужно быть идиотом, чтобы писать здесь такое, и вы после этого говорите о какой-то интеграции? Мы сами как-нибудь разберемся без твоих соплей, Алекс. Я знаю, что ты увидишь этот эфир. И многого дерьма, которое ты, извините за выражение, написал, я даже обсуждать не буду. Наши взаимоотношения с грузинами не касаются вас. Если они есть экономические, политические, братские, дружеские, соседские, это не волнует вас. Никак не волнует. Вы-то куда лезете? Каждой бочке как затычка лезть, писать это, где мы говорим, обсуждаем какой-то комплекс, который в горной части Чечни восстанавливается. И дальше, по древней технологии, которую записали египетские фараоны, может поскромнее. Да какое вам дело? Как бы мы ни восстанавливали. Даже если мы там цементом чистым его восстанавливаем, это нету, ни у кого не должно быть дела до этого. Хороший он, плохой он, или есть, или нету. Это комментарии на наши посты, которые я сделал в Горной Чечне, в Ютубе, я даю ответы. Алекс это написал. Дальше, ладно, я надеюсь ответил на твои тупые умозаключения, которые ты вообще ничем не обоснован. То есть из-за тех, что кто-то был в какой-то армии, мы не обвиняем весь народ и не оскорбляем. Ну, я не знал, честно сказать, оказывается, разве грузины просили, чтобы вы были адвокатами у грузин? Или грузинам нужна ваша помощь, чтобы мы с ними какие-то отношения? Вас просил кто-то быть мостом между нами? Никто не просил. И вы реально верите, что 100 человек, чеченцев, могут разрушить грузинское государство, которое существовало, грубо говоря, или грузины, которые существовали тысячи лет и являются автохтонным народом? Это наше личное дело с грузинами. Мы как-нибудь сами разберемся без ваших соплей. Бяхмабилов. Это я отвечаю на вопросы, которые по последней поездке были. Следующий пишет. Имейте совесть. Вот так он назвал свой ник в Ютубе. Это на нашем канале bashlam.39live. Ютуб канал. Там мы отвечаем. В Инстаграме они сейчас не пишут. Сейчас небольшая проблема в Инстаграме им писать. Он пишет. Послушайте, ни в тексте, ни в этом видео вообще не затрагиваются соседи. Вообще не затрагиваются. Der брат, этим Галгай не удивишь, говорит он. Он пишет ему. Не удивишь с большой буквой. Галгай, Галаж, башни стоят на вершине скал. Так что, если ты думаешь, что у ингушей вызовешь эмоции, то чич алезин. Вот послушайте. Эсди человек, взрослый, пишет такую ерунду. Я вообще не упоминал никаких национальностей. Я не говорил кого-то удивить. Я отвечал, и сарказм мой, даже если был, он был адрес только нарнийцев. То есть те люди, которые несут чушь. Я не называл никакие нации. Вообще не называл. А вот эти люди пишут, удивишь, не удивишь. Да при чем тут это? Я не буду комментировать сейчас дальше этот комментарий, касаясь башен, которые находятся на вершине скал. Я не буду этого делать. Это ваше личное дело. Про вершину скал и где находятся ваши башни, это меня не интересует и не волнует. Это ваша история.
Я знаю, где находятся наши башни и на каких утесах. И я показывал. И это даже только айсберг. Только айсберг. Вот. Брат Осман Кюри, Осман задонатил, Осман, Аллах да саадуэл, болдиснек, эзашка соудолил да духуахуэл. Следующий, один из Ганновер пишет клоунада. Вот такой комментарий первый, который написали под этим постом. Дальше. Сейчас обсуждаются уже Пешхоевские башни. Сейчас уже сделал Пешхоевские башни, я говорю, красивые, великолепные. И под ним комментарий пишет, сейчас, чтобы, как его, некий Адам пишет. Послушайте, теперь, что пишет этот человек. Опять же, я ни слова, ни в посте, ни в видео, ни приложении к ним, ни слова не сказал. Он пишет некому капралу. Когда была Кавказская война, послушайте, какой бред. Когда была Кавказская война, вас вообще не было. Вы жили в горах Грузии. Так что это отпадает. А в 94 году война началась в Ингушетии, бахцо. Я вообще слова не упоминал, ни Ингушетии, я вообще ничего не сказал. Это вообще пост про башни, чеченские башни, на чеченской земле. И он пишет дальше. В 94 году началась в Ингушетии. А первый шахид это Ингуш Ужахов. Первый убитый русский через 1С. В Назране рядовой Масленников. И техника не была боеспособной, когда они вошли в Грозный. И большинство там воевали ингуши. И Бамут держали ингуши. Это даже подтвердила чеченка Рубати. Там даже воевал ингушский мальчик, который говорит, что обозначает эта повязка. Он отвечает смерть и не сдаваться. Его зовут Рустам Чахкиев. Тейп Хулхай. Если взять Джахара Дудаева, то он ингуш с большой буквы. Из ингушского тейпа Цьечуай. Если не веришь, я лично познакомлю тебя с ними. И паспорт был у него ингушский. Вы должны были быть благодарны Руслану Аушеву и всему ингушскому народу, когда закрыли границу русские солдаты и стреляли подряд в детей, женщин и стариков. Лично Руслан Аушев поехал туда, открыл границу и впустил всех беженцев. Валлахи, мне было 9 лет, когда мы держались за руки и перекрывали дорогу у нас, у нас дома жили беженцы из 3 семей. А вы как нас отблагодарили через Путина, присвоили наши земли. И самое интересное, ни один человек не говорит, как мы можем присвоить ингушские земли, если мы мусульмане, как нужно решить этот вопрос по шариату, если по шариату эти земли будут ваши, то мы согласны с этим решением. И вы еще хотите нас упрекнуть, якобы мы боимся осетин, валлахи, мы никого не боимся. Мы за сутки взяли город Владикавказ в 92 году, но потом приехали русская 58-я армия, они были на танках, БТРах, мы ничего не смогли сделать. Ходуквахаг. Я честно сказать в шоке. Честно скажу тебе, про такую вот эти вещи, к чему это? Во-первых, это Пешхоевская башня. Понимаете? Это Пешхоевская башня. Там построили, восстановили свои родовые башни. Пешхой, исконно Нохчи Тейп. Аларой, исконно Нохчи Тейп. Гендергной, исконно Нохчи Тейп. Ялхой, исконно Нохчи Тейп. Хилхой, Нашхой, исконно Нохчи Тейп. Какое это к чертовой матери имеет отношение к пурге, который ты написал?
Ты вообще, что ты несешь вообще? В Кавказскую войну вы жили в Грузии? Это что за идиотизм вообще такой? Про остальное я вообще и не говорю. Валлахи, я честно сказать, я вообще в шоке. 94-м ему было 9 лет, он говорит. Ему сейчас должно быть 40, он должен быть моего возраста. Ну, писать такую ерунду, когда приехала 50, он говорит, когда приехала в Грозный техника, она была недееспособная. Ты вообще что ты несешь? Какой мальчик Чахкиев? Что за бред вообще? В этом посту вообще нету ни слова ни про осетин, ни про ваш внутренний конфликт. Вообще нету ничего. Это вообще пост про историю чеченского народа. Нохчи башни. Причем тут вообще то, что... Я вообще в шоке. Комментировать безграмотность этого человека, решить по шариату, вы забрали землю, в моем доме жили 3 семьи, да хоть 33 семьи жили. Это что вообще за бабуйня такая? Это что? Каким нужно быть вообще человеком, чтобы такое писать? Я могу понять, 12-15 лет. По шариату, по шариату хотели решить. Это руководство республики нашей позвали, ждали, часы закидывали, муфтия позвали. Все были, не пошли. Здесь живут эти родственники Дудаева, они никогда не говорят, что они были, даже вообще, я представления не имею. Никто не говорит, что он был ингушом. Я, честно сказать, я не понимаю. Мальчик, про Бамут, то есть про все, начиная с Кавказской войны и заканчивая современной войной, и заканчивая вопросом, пограничным вопросом. Это канал исторический. Ты вот тем самым хотел мне напомнить историю? Ты показал полнейшее отсутствие у тебя какого-то исторического образования, анализа какого-то. Рубати, что историк, или другие кто-то, я приезжаю, покажу. Зачем нам куда-то приезжать? Это Пешхоевская башня. Пешхой это исконно Нохчи. Гендергной исконно Нохчи. Там был еще один Чингачгук, который вообще говорил, что гендергной тейпа нету, что это гуноевцы. Этот имбецил вообще нес какую-то ерунду, говорил, что ни гендергной, ни гуной не имеют никакого отношения к нохчмахкоевцам, что они являются чуть ли не, там, я не знаю, отдельными тейпом, которые относятся к ламакинцам. Это что за дебилизм? Причем тут Осетия, ваши взаимоотношения с осетинами? Забрали город, отобрали. Зачем это писать у меня в Ютубе? Зачем? Поясните мне интересно вообще, зачем это? Я устал, я 6 раз делал пост про Гендергно, Баталова Вахида. Его старший брат, все они живут, Тянгичу, все они Нохчи, Сагергер Нахбуш. И мне рассказывают, что Баталов Вахид, он является не Нохчи. Он Гендергно, он цен Нохчи. Иса Гендергноевский, он цен Нохчи. И все Гендергной, которые очень большой тейп, который почти что под 100 тысяч, Гунай, которых под 100 тысяч, это цен Нохчи, могуешь? Зачем вот эту ерунду здесь писать? В Кавказской войну вас вообще не было там, то вы были в Грузии. Вот просто-напросто ошалеть можно. Я думал, что я все видел, но оказывается не все. Но это еще не все, там продолжение, подождите. Вот. По шариату, если ошибки просто страшные, если по шариату эти земли будут ваши, то согласно с решением мы не боимся осетин. Причем тут осетины? Я вообще не могу понять. Где показывают БТР, добытый голыми руками ингуша у осетинского ОМОНа, но у наших братьев было много оружия, то есть Нохчи было много оружия, нам не дали, и даже
И даже наших беженцев не пустили в Серноводск. И я не говорю про 3 района, которые нам дали вместо пригородного района, который мы должны были разделить. Аллах всем судья, инна лилахи, инна илейхи раджиун. Вот о чем я вам говорил. Именно вот об этом я говорил, когда я рассказывал. Когда я говорил, старшие, которые рассказывают ерунду молодым людям, не рассказывайте эти сказки, байки. Какие 3 района? Где они дали? Где они дали? Я вообще не знаю, какие 3 района, какие не запустили в Серноводск. Да в Грозный, я же доказывал, показывал документы. В Грозном были братья, которых приняли в беженцами. Зачем это писать под постом, который, этот пост вообще о башнях, чеченских Нохчи башнях, восстановленных? Зачем это писать? Я, честно сказать, не знаю. Я, конечно, его ответить взял, и потом, я думаю, что я удалил, точно не помню. Валлах, Зелим, я это закрыл. Вот зачем это писать под нашими башнями? Башни, земли. Ладно, оставим. Это ваши внутренние дела. Но я просто хочу этому парню, который это написал. Даются пичбон. Мадия, питан, мадия. Мадия, питан. Все, кто сделали хорошее, альхамдулилlah. Альхамдулилlah. Все, кто хорошее сделали. Все, кто плохое сделали, и у каждого найдет у себя. Но каждый твой вопрос, я в эфирах просто зайди ранее, посмотри, уже давно разбили. Я про вашу историю опять же не говорю. Рустам, 3 единицы, 3 пятерки. Осетины твои братья, ты написал. Рустам, я тебе еще раз говорю. Послушайте, я перечислял там, сказал. Все братья, которые уважают нас и любят, относятся к чеченцам хорошо. Адыги, лезгины и все остальные осетины, если среди осетин очень много мусульман, и они братья мне, поверь. И вы это прекрасно знаете, что мусульмане братья по вере. А так брат, сосед, сват, это каждый выбирает сам себе. Я говорил общим, я же перечислил там 7-8 национальностей кавказских, которые живут с нами по соседству. А по религии это правда? А по религии это правда? Можешь проверить. Проверь. Посмотри по Корану, по хадисам, являются ли мусульмане друг другу братья. Проверь. Я же не сказал, что мы единокровные братья. Я сказал, все, кто уважает, ценит и дружит с нами, переживает за нас. Вот это я сказал. Вы зацепились за слово, когда больше незачем зацепиться, и начали говорить. Ладно, это я ответил. А почему среди вас нет одного мужчины? И дальше пишет другой. Нет, Адам пишет. А почему среди вас нет ни одного мужчины, чтобы сказал, что эти земли соседнего региона, я нацию называть не буду, или сказать нужно решить по шариату? Валлахи, биллахи, таллахи. С чего это вдруг не говорили? Все говорили. Посмотрите, видео есть. Руководство нашего региона призывало, говорило, хотите по шариату, давайте по шариату, хотите так. Какая разница? Ладно. Так. Отвечаем дальше на вопрос. По шариату вам смешно, ты, наверное, коммунист, он пишет. Я не совсем понял, при чем тут коммунист? Ты что тут пишешь? Но я скажу тебе одно, это чистая правда. В 1994 году, когда началась война в Чечне, российские армии стали за Серноводский, Асиновский, ближе к Урус-Мартан, и говорили, что у нас карта о границе Чечни, если моим словам не веришь, то поищи это, найдешь. Причем тут это? Причем тут это?
пошел отсюда. Все, кто матерится, нечего делать в эфире. Я, честно сказать, здесь дальше, валлахи, не отказались от шариата, может, я сказал, вот, там он тоже отвечает, валлахи, мы не отказались от шариата, может быть, приближенные Евкурову, может, и отказали, но не мы, есть видео, Евкуров ни при чем, Евкуров в то время уже не является главой Республики Ингушетия, он уже уехал, я, честно сказать, не знаю. Там. Дальше. О чем ты говоришь, кто такие Бузуртанов, Абадиев, Сираждей и так далее. Вообще я говорю про фантазеров, они гуняют. Ну, короче, дальше, послушайте, все, кто захочет увидеть эти комментарии, может их увидеть, посмотреть на нашем YouTube-канале. Я удалил их все, в основном, если сейчас новые не написали, чтобы не было каких-то либо других вопросов. Что написано было под Акинскими, то есть Лам-Акинское открытие мечети, вплоть до того, что Лам-Акинская мечеть сделана по технологии там древних, ну ладно, национальность мы не называем и так далее и тому подобное, я, честно сказать, вообще не понимаю. Речь идет о башенной культуре Нохчи народа. Нашха, Пешха, Лам-Акки. Я туда был приглашен. Я говорил со старейшинами, я говорил с многими, почти что со всеми. Лам-Акки — это сердце нашего народа, как и другие тайпы. Акки бале уж, гендерно бале уж, беной бале уж, Пешхо бале уж, дишни бале уж. Цен Нохчи тайп на что уж. Сега бючбек цен Нохчи мат буцар. Диалект свой разный асэлла. Я писал и показывал эти видео, снимал эти видео в первую очередь для того, чтобы показать представителям моего народа, которые живут за границей, в Европе, Франции, Германии, в Бельгии, в Норвегии, я не знаю, где бы ни был, у кого нет возможности сегодня попасть домой, там, не знаю, в горы, может, по разным причинам. Там ингуши тоже присутствуют. Я не знаю, я не видел ингушей там, честно скажу, зелем, борьба царцасу, но я говорю об... Я говорю о тех, кто там был, с кем я общался. Были ли там приглашенные акинцы с Ингушетии? Были. Одного из них мы подвозили, мы с ним говорили, рассказывали. Почему-то, честно сказать, многие подумали, что я сам эхке, в плане в том, что и когда узнали, как много я знаю про эхке, Лам-Акки и эхке, он подумал, что я сам являюсь исконно Нохчи тайпом, Лам-Акинцем, то есть эхке умер, не оскорбляет, по сути своей максимально. Там были и биноевцы, там были и Сес Ной Бартига, и Бе Ной Бартига, Уард Лой Бартига, все, кто приехал в гости. Чодук Эхки Бартига, Ацарул Цие Можмашош, как и я, краснобородые, так сказать, лангобарды. Вот я еще посмеялся и сказал, эхе, ажбац точно, однозначно. Это, конечно, моя Йохаданахта Бодиснек Эзашка Соудо Лилу. Вот и перечислял там. Да, очень
приятно было то, что я нашел, увидел родовую башню Гайрбекова Муслима, который он оказался. Все же упоминают, что Гайрбеков Муслим Нохчи отдал там подобное. Но Гайрбеков Муслим является, с одной стороны вы говорите Гайрбеков Муслим чеченец Нохчи, а с другой стороны вы говорите, что Эхка не является чеченцами, что это отдельная нация. Но Гайрбеков Муслим является акинцем, лам Эхкивуи. И он является чеченцем. То ли вы сами себе врете, это я нарнийцам, то ли вы пытаетесь как-то подменить понятие. Я еще раз, вы можете эти все видео посмотреть, они есть в Ютубе, они есть в Фейсбуке, в Телеграме, в Твиттере, в ВК, в Рутубе, везде они есть. Вот везде я специально, максимально фиксировал, загружал их для того, чтобы знали, какие вот у нас прекрасные места, чтобы увидели потомки нашего народа, где что есть. Залезть, писать, мы знаем лучше, вы знаете худше. Честно сказать, не знаете. Те, кто это пишет, не знаете. Если бы знали, не писали бы, что я показываю Нашхоевские башни, Аларуай, Гендергнуай, Ялхуай, Бенуай, Нашхуай, Чарамхуай, Хилхуай. Я показываю башни, валейкум ассалам. Говорю, что эти башни там построены, восстановили, многие восстанавливаются, кто какие-то законсервированы, хайбах показываю, и мне снизу пишут, да нет, у вас никогда не было. Да там было очень много негатива. Очень многие написали. Вот 300-400 комментариев в некоторых местах были. Просто заходили, у вас никогда не было, зачем вы воруете. То есть Галанчош от А до Я говорили, что Галанчош никогда не принадлежал чеченцам. Вот это я, конечно же, это великолепно, вот эти вот рассказы меня, конечно, немножко, не скажу, что удивили, но факт остается фактом. Честно сказать, были упреки, вот в последнем посту я у себя упомянул это, некоторые упреки. Я думаю, что возможно это Нохчи, а возможно нет. Возможно это были просто нарнийские чекиндезы, которые хотели, чтобы я подумал, писали, чтобы я там удивляюсь петроглифом и так далее и тому подобное. Я не удивлялся петроглифом. Я удивлялся, потому что на одной башне чеченской, на одной Нохчи башне, вот обрека Анзора, было найдено мною, то есть я увидел 9 разных петроглифов. 9 на одной башне только. Жилой одной башни 9 петроглифов я нашел. Я и Султан, то есть увидели. Я не говорю, что это не видели, что до этого не было. Было, кто-то зафиксировал, может советское время, может все. Я же не отрицаю этого. Вполне возможно это все было. Но мне это вот показалось очень важным и значимым. 9 петроглифов, и то, возможно, я не все увидел. У меня не было специально, я просто с телефоном, со своим вот этим деревянным, там и то садилась я, чтобы захватить. Вот. Биноевскую, Алроевские башни я проехал, потому что, кто хочет посмотреть, вы должны просто спуститься немножко вниз. У нас на этом, на инстаграм-канале, вот здесь, то есть здесь, сейчас 12 тысяч постов, где-то 5 тысяч. Посмотрите, моя предыдущая поездка 2 года тому назад была. В 2020 году я ездил в Нашху. Там есть башни Нашхоевские. Вот там я зафиксировал Чармхуай башню,
Аларой башню подробно подходил, снимал внутри, показывал, на каких стенах, то есть бывшие старые восстановили. И Алароевскую, и Биноевскую показал, и Мацароевскую, то есть все эти остальные показывал. Хайбах тоже. Но в Хайбахе открывался, точнее строится мемориал, поэтому я поехал туда. Гендерная башня в то время только начиналась. Валикум ассалам, только ее искали, фундамент нашли и начали восстанавливать. Великолепная Гендер-Гноевская башня, молодцы Гендер-Гной, красавчики. Надеюсь, скоро жилые, там рядом территорию тоже восстановите. Гендер-Гной очень красивая башня и очень красивом месте. Я еще не показал Ялхоевскую башню. Ялхоевская башня по всем технологиям. Ни один сюли не трогал эту башню. Даже при строительстве этой башни были задействованы только ногчи. Были эти упреки на YouTube канале, якобы вам только сегодня. Валлахи, биллахи, талахи, есть шарои люди, которые умеют строить до сих пор башни, и которые строят не сюли, а именно ногчи. Есть такие. Кто-то по цене там хочет больше, кто-то перебивает конкуренция и так далее и тому подобное. Есть и у грузин есть, вам можете подтвердить. Но если мы говорим о башенной культуре, извините, башенная культура есть в Осетии, в Балкарии, у балкарцев есть, в Грузии, в Тушете, в Хивсурете, в Сванете есть башни. Есть везде. Ну и люди, которые говорят, у вас все башни построили, послушайте. Ну в начале 19 веке сколько вас было? А сколько чеченских башен, начиная с Чеберлоя и заканчивая Галанчожем, это просто невозможно физически. То есть получается, каждый второй представитель вашего народа всю свою жизнь только и делал, что строил год, 2, 3, 5 лет, строил эти башни на территории Нохчичот. Настолько много башен. Один зашел, мне начал утверждать, я еще раз говорю, мне нету дела до вас. Зашел и пишет, что у нас почти что 10 тысяч башен разрушенных а-ля Озенцов. Да если даже 100 тысяч, у вас даже и половина этого нету больше. Я слушаю. Валлахи, биллахи, талахи. Я никому, ни одному человеку не говорил ни слова, сколько у вас, наши лучше, наши круче. Я восхищался, как построены. Сухая кладка, без цемента. Показывал совпадение. Я вам показывал Шикароевскую башню, показывал Хайбаховскую башню. Идентичность их, то есть дверные проемы, как замки вот эти, засовы специально были сделаны. Это вам показывал. Как совпадают один в один, как на утесах стоят у шикароевцев башни. Прямо на утесах, на скалах. Такие же башни на утесах стоят у Хейлхуай, допустим. Или у Бейнуай, или у Аларуай. Я же это все показываю. Или у Цуантруай. Кстати, Цуантруай башню я тоже забыл сказать. У цинтароевцев, у Цуантруай, там стоят подряд 6, 7 или 8 башен подряд. 2 восстановленные, остальные законсервированы. У Цуантруай там много башен. И таких у Чармхуай много. Ну я же, Керимгал, я который пришел, Керим Муах, там то же самое, Галай Муах, то же самое. У всех Нохчи Тейпов огромными селениями там эти башни. Там всей жизни не хватит это все восстановить. Я говорил, на нашей родине. Лам эхки махка. Я просто не успевал везде остановиться, все зафиксировать. Настолько красиво. Жарко было просто. У меня не было возможности на одном телефоне. Я не смог бы это просто потянуть. Пешхуай, угер док тайп, нохчи тайп докхуай. Вот. Дайресхал. Я честно сказать, я реально просто-напросто делал видеоматериал о наших башнях. Шароевские башни, которые не граничат вообще с западной частью, и Галанчожские башни идентичны. Никакой глыбы, никакого цемента, никаких иных технологий там не было. Один в один. То же самое в Итумкале
То же самое в Шатое, везде. Везде одно и то же у нас на нашей родине. То же самое и у Акинца. Лам-Аккы великолепные, красивые башни. 3-4. Гаирбекова Муслима башня 4-этажная. Там одна стена. Да, я знаю, что она более открытое пространство, Лам-Аккы. Но и во время войны, с последних 2 войн, обстреляли с вертолетов, порушили многие башни. Это видно было. Но все равно они держатся. Великолепные, красивые башни. Исконно Нохчи Лам-Аккы Тайпа. И башни по таким же старым же технологиям, как и все наши Нохчи, мечети были восстановлены. Поэтому я, честно сказать, очень много видел ауховских Аккы. Очень много. Дал Сидуэл, аух я был Аккы выжриш, дал Сидуэл, дал дух дадош. Хазнесах показали себя достойно, показали, подошли, обняли, все сфотографировались, посидели, пообщались. То есть показали свое истинное лицо. Гылк, гулк. Цена хаз муат бюч, нохчи муат бюч. Сейчас нохчи дуйхач. Я вам не рассказывал, но я не знаю сейчас, есть ли он или нету. Есть один представитель, который рассказал Башлам Монклер, когда проходит башни. Когда у меня будет возможность, вы знаете, я очень мои возможности ограничены. То есть, как бы сказать это. Совсем это балетеш. У меня машины нету, возможности нету. Поехать, это не так просто все, как вы думаете. Экспедицию нужно готовить хорошо. Если не готовить экспедицию хорошо, то поехать туда, просто пофотографировать, алейкум салам, и приехать, это не дело. Надо смотреть, надо везде облазить, надо поехать, взять хотя бы малейший краевед двора, чтобы он показал те места, в которых другие не были. Допустим. Эти все места нужно фиксировать. Это не все так просто. Ведь Хуай, башня, дае ёж маяти, это чеберлой мах бойс. Это чеберлой мах каха массана хажмавиз. Хуай би чеберлой бош мамац. Хуай во виз, хумагажой во виз, садой ламте во виз, везде есть башни. Везде надо зафиксировать, посмотреть, снять и показать. Обязательно фотографировать. Все фотографировать нужно. Выложить. Если это не выложить, вполне возможно, завтра мне, как отметил один или другой там представитель, сказал, если завтра украдут, перетащат и будут доказывать, что это наше, тоже не докажешь. Мы же знаем, что в Чеберлое камни воровали. Борз нохчи мата яхал дат эфир. Да дух да дуашу гюжи махка, урду махка, Европе ашбо нохчи Аллах да сиду элшу. Цана гойшу нохчуай. Ас дам ва ирюшум. Шудукка дош дал хари нохчи мата яхал дат саршуни. Гунха ويتاني جرجلو ديش غاز كمات بيت سخاء تان تو تشرسيشنا سخاء مصلا غيبت لاشنا سخاء لزغوشنا سخاء تعتبو جورجيشنا سخاء نوخشمات تا أسدويتر دروي نوخشي ألسن بالحاري حوش بيش ألسن بالحاري دوغلش بيش ألسن بالحاري نوين تعليت شي تعمو اللي تعوني هذا موسر تهردني وقمو هردني وجدني الشيء تأقى وينوخشي حبو إزل نشكا خاصون
حدوق واي خويو تسجى دقة مايو با أسحيجي Чеберлойский район, Монклер. Я знаю, что Хуай где находится. Я снимал его, когда еще ни один человек даже о башнях не думал. Я там был в 2005 году, в 2006 году. Ездил, брал Веденский, РОВД, брали трактор, ездили туда, когда еще не было даже ни одного человека. Одна семья там проживала. Макажой. Даже трактор, машины не ездили. Мы ездили туда, в Хуай, показать вот эти парусные строения. И написали письмо в то время председателю правительства Чеченской Республики, в то время был Одесс Байсултанов, что это культурное наследие Нохчи народа. В то время хотели там создать танковую часть, танковая часть, или как она называется, полигон. Если бы этот полигон создали у казино Ама, туда бы нельзя бы было и приближаться даже. Это письмо наше правительство полностью поддержало, и после этого это было еще в общественной организации. Я знаю, где находится Хуай. Я знаю, где находится Шарой. Нету места еще, в котором, где бы я не был. Просто где-то я снимал, где-то я не снимал. Шаруай нашхар вахбахкин бу оли диц шаруай баккина. Шаруай нашхар вахбахкин бу ал виштац. Шаруай улляха тигаха шаш аш болча айн болчуктерду. Шабеш бас нашхар. Нашхар вахбелеш дукадеш нахчмах коевский оштол ичкеринский токундой цуюк эдо ошбе. Шабеш нашхар вахбахкин. Aşarari, şütari, üşe şey, этом калар, хабел шадриш улир, бу сигар хабах üş haldat. Это все одна область. Улля мою üşayek. Ну цига нашка хилтарую, üşe хилтарую. Ну дүйч сунца хезе. Шарвая шаш болча хилла бу, гуттарбаха бу, цен нохчи бу. Хотя шарвашка лундуай Шаруай муақшна чоға телетті сөйлі бұл. Язош бұл сөйлі. Дұқынш язу бұл белі үші асы посты ерю дәлім ұла. Оқшын көйтірді. Уже шәрірі нұқчы байнышы шейю болш қамилшта бұл бел. Вайны дәнәхті әйтіна, я әйтінен миллион әлчі Aslanbek وياتن Aslanbek دال سيد وال دال سايل عياتن الدنات دال دقوا أخوال أشغنا واستل تصديقة ويقبل تقي الرباط دال سيد وال دال ساد وجري уважаемый Сбермобил Сайнск раскрыма телевизору, уважаемые друзья, у нас заканчивается время, заканчивается трафик, но поскольку у нас огромное количество в эфире людей, то есть имеется в виду в Ютубе и в Инстаграм, я еще не ответил на вопросы тех людей, которые в Ютубе, я хочу, постараюсь, по крайней мере, я перезагружу эфир, вы зайдете снова, и мы продолжим эфир. Подготовьте свои вопросы. Шейхаттарш дала нохчимата жоп аслурдушун. Шейхаттарш язди ацачуна харвайза хадайна юния хахалцалат яха тира ахч дадella хуанц дайella нахарш дадella тамадельня сахта тамадельня ар вақт сочур нахарш тамадельня и нахаршит эдехна юния сочуеру ой қирак амял дирду нохчимата дит слуш бочун нохчимата дитсер дой гасқимата мижгимата дит слушун мижгимат битсер бой Ingels muatti nemcoy perlengi muatti ой цачун битсер бац ديك وارجي ساعة أود يشخا ديشخا أما شيكويات شو مسرق دي خردو دام دا أسيت عيوني حا تأدلنا нахашт, якна вая юния, загрузите его. Всем друзьям, не уходите, дайте мне перезагрузить эфир, и мы продолжим эфир, я отвечу на ваши вопросы, любые вопросы, касающиеся нашей истории, взаимодействия, и многое другое. И, конечно же, отвечу по некоторым вопросам, которые я еще не ответил с Ютуба. Не теряйтесь.
Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Так. Изменили немножко нашу позицию. Так вот. Надеюсь, слышно, видно. Ага. На чем я остановился? Да, в первой части и в первой части нашего эфира нас поддержали донатом 3 человека. Дал си 20, дал Духбаболь еще. Вот. Так. Что касается... Может, есть так? Ага, может, есть. Потом пока. Так. Чё, на Сюли Дестинси. Башлам, почему нельзя создать свою письменность? Башлам, я в Ютубе слушаю, если что. Хорошо. Да. То есть уже печатают, указывают, что Шаройский цацел Байниша, которых нету, вообще нету подобных в Дагестане. Не в обиду никому. Так назвали, но это, конечно, чушь собачья. Шарвей, Лари, есть Шаройский район, нужно беречь, как вы знаете. Как вы думаете, стоит ли сохранять диалекты Нохчи? Если да, то что делается, необходимо делать для этого? Мое личное мнение, необходимо сохранить диалекты. Это не оспаривается вообще. Вообще не оспаривается, конечно же. Вы должны знать, язык и богатство языка являются его диалекты, его наречия, его говоры. В чеченском
языке 7 диалектов, 10 говоров. И если кто-то ищет по этому вопросу тематику, у нас есть посты, можете посмотреть и в Ютубе, и в Фейсбуке. Мы это все непосредственно, наш профессор Зулай, лингвист, она фиксирует. Что касается, что делается для этого. Есть Чеченский педагогический университет, там есть целые факультеты, есть целые у нас колледжи, Нохчиматтан колледж, лицей или колледж, правильно назвать, я не знаю, уже и сохраняются в книгах, в электронном виде, все загружается вплоть до Гугла, в Google загружается, в Википедию загружается. Диалекты необходимо сохранять, это богатство и красота, и вся красота нашего языка. Что касается как, послушайте, в Чеберлоевском сейчас начали возвращаться, в Шароевском районе живут, и Тумкалинском, в Галанчошке начали потихоньку возвращаться люди. Ва алейкум ассалам. В Галанчошский район начали возвращаться. Люди, которые живут там, они говорят на тех диалектах, которые всегда говорили. Шатойский район. А если вы думаете, что у нас все говорят, я хочу вас убедить. Допустим, смотрите, со времен возвращения нас с депортации в 1957 году, вы знаете, да, нам вернули с Грозненской области 2 района. Шелковской и Наурский. Наурский район поселили, в основном нельзя было чеберлоевцам, шароевцам. Так вот, в Наурском районе проживают целыми хуторами Шаруай, Чеберлой. Прошло столько лет, прошло без малого 70 лет, да? До сих пор, живя в Наурском районе, в свое советское время самое русскоязычное, русскоговорящем районе, диалект шаройский и чеберлоевский, которые не сильно отличаются, полностью сохранили. И он не пропал. Вот. Поэтому не переживайте. Пока в нас есть наши гены, с нами ничего не случится. И наши ученые сегодня работают над этим. Ассаламу алейкум. Башлам, депортация — это правильное слово? Послушайте, некоторые говорят насильное переселение. Официально оно называется депортация. Я не знаю, как бы его ни назвали, депортация она называется. Насильственное переселение, выдворение, подбирать письменность создать. Это сложно, не так, как вы просите. Как вы думаете, стоит так? Где Тами Ислания ответил. Так, дальше. Ва алейкум ассалам. Так, Башлам, является ли нормой, когда некоторые люди из Тейпа Мержой стали говорить, что они образованы новые Тейп Барсхуай, и бывает в одной семье один говорит, что он Мержой, родной брат, что он Барсхуай. Я не знаю, в последнее время это какая-то неправильная тенденция. Мерджуай — это достойный, чистый Нохчи Тейп. И, в принципе, назвать Мерджуай, вы должны понимать, что название Мерджуай, оно более старое, более древнее. Сейчас есть такая тенденция, что некоторые тейпы по увеличению начали делиться. Я не хочу их называть
но один и тот же тейп делится на 2-3 части и называют себя иначе. Зачем это делается? Для чего это? Я могу понять, если фамилия там, это можно понять. Но дробить тейпы нет. Вообще считается, что формирование тейпов закончилось в конце 19 века. То есть вот с этого периода. Там, по мне, это немножко другая ситуация. По мне, это вот какие-то спорные территориальные вопросы, которые решаются между собой. Из-за этого делило, что ж Санхьецуны. Или села, или горы, или земли. Вот поэтому, вот, кажется, делается. Но это глупость. Почему глупость? Несмотря ни на что, мы являемся одним единым народом. Но когда вы название даете более такое, не знаю, более молодое, это вызывает ряд вопросов, потому что во многих старых книгах не существует этого тейпа. Нету его. Как вы будете доказывать, что вы, тогда вас могут, извините, назвать как-то пришлыми назовут. А того и хуже, что какими-нибудь там, я не знаю, терскими казаками или кем-либо. Но вы же знаете такую-то тенденцию. Есть просто-напросто, чтобы сказать, ляпнуть. Это неправильно. Кем бы ты ни был, желательно сказать сок тейп нау, я книг и будха, я гар дутха, я могу понять. Но так, я, честно сказать, опять же, наши этнографы говорят, формирование тейповой системы, то есть полностью тейпу сформироваться для него, закончилось в конце 19 века. Чтобы вы понимали, это 1850 до 1900 года, это все является, 50 лет является окончанием формирования тейпов. То есть в этот промежуток уже закончилось формирование тейпов, новых тейпов и не может быть. В этом и есть большая неразбериха. Почему? Потому что изначально многие ученые, когда спрашивали у старейшин, фиксировали, они говорили, что было 63-66 тейпов. Чтобы вы понимали, все тейпы, 66, вот все тейпы, остальные, кроме этих 66 тейпов, это вот вышли из этих 66 тейпов и начали вот размножаться и давать, вот как говорится, новые от гидронима, там, топонима или от своего предка названия. Есть такие тейпы. Я называть их не буду, но в 15 веке они взяли имя своего предка и пошли. Но ДНК сегодня показывают, примерно я говорю, L3 возьмем. Харачуай, Чармуай, Чунгруай, Эльстаншхуай, все L3. У каждого есть своя гора, у каждого есть своя башня. Но, по сути, они все друг другу близко родственные. Один и тот же фактически. Вот. Поэтому правильно, неправильно решать вам. Но формирование закончилось. Если в это время, до окончания формирования всех тейпов, они зафиксировали, то да. Если нет, извините. Я ничего не могу поделать, то, что зафиксировано, уже этих людей нету. Этих этнографов нету, которые зафиксировали. Мне же задавали эти вопросы, почему эхкей, лам эхкей, это тейп, не тукум, а есть эхкей тукум. Вот не понять, одно и то же ли это, одни и те же ли это люди. Нет, не одни и те же. Эхкей тейп наш, который проживает в Аухе, они чисто эхкей. Это не оспаривается. А вот местность это Аух. Туда входит 45-48 тейпов. Из них только 9-10 являются акинских. Остальные все тейпы, это те же Нахчмахоевские, Шароевские, Чеберлоевские. Там 45 тейпов. Чтобы вы понимали. Которые на сегодняшний день живут. И все они себя называют аухой. Ауховцами. Некоторые называют даже ошибочно акинцами себя. Почему? Потому что Цуантро не может быть акинцем. Он не эхкой. Цуантро это Цуантро, эхкой это эхкой. И тот тейп, и этот тейп. Зого это эхкой тейп. А вот Цуантро это не эхкой тейп. Гуно не эхкой тейп.
Экш бато не эхкетейп. Но все эти люди, шоной не эхкетейп. Но все эти люди проживают в Хасавюртовском, Бабаюртовском, Ауховском районе, Казбековском районе. Не только там. То сюли алмак юрта, кей далым тига аша бу. Шаш уются цо, штентк бел аш. Сюли муахта амин, шаш сюли хахар цан, цар цан, всю жизнь айн отхубош аш. Сейчас не об этом речь идет. Ну, правильно, неправильно. Каждый решает сам по себе. Тейповая тема — это очень сугубо чувствительная тема, болезненная тема. И задонатил еще один наш брат. Аллах дал сей дуэл. Благодаря вашим донатам, поддержке мы можем работать, дальше развиваться, снимать видео, делать выезды и так далее и тому подобное. Огромная благодарность нашим братьям. Их очень мало, поэтому я их очень так лелею и благодарю. Дал сей дуэл, дал саадуэл булдиснег. Вот. И точно так же есть тейпы, которые зафиксированы иным путем. То есть записаны как пришлые. Я и спрашиваю сегодня, можем ли мы их к себе приписывать, не можем ли мы их к себе приписывать. И народные тейпы, опять же, имеется в виду камниш душу наследующих, тейп шдачунш. Это не чеченские тейпы. Это тейпы, их народами у нас не называют, потому что они пришли, основались здесь, получили убежище. Пришли до Шамиля, пришли во время Шамиля, возможно, пришли и после Шамиля. Невозможно, а так и есть во время депортации чеченского народа. Пришли и не ушли, и не хотят уйти. Подавали, писали писульки, заявления писали в МВД, везде. Вот мы, эти предатели народа, много такого мы знаем. Я не разжигаю межнациональность, я не называю национальность. Но есть такие люди. И люди прекрасно их помнят и знают этих людей. Но есть наши тейпы. Вот. Самая глубокая ошибка и неправильное отношение называть там жай живой, те же самые эхки тейп, да, живой. Жай уж изжабу, ДНК показывает их. Чистокровно ногчу было по своей тупости и наглости некоторые фитначи приписали их к себе. Как ты им задаешь вопрос, а что обозначает у вас этот тейп, что он обозначает, не могут сказать и не знают. Поэтому нужно быть аккуратнее. Создавать, сочинять, дробить на новые тейпы не стоит. Если он не хайгар, что скажи, и тейп до харгара бу харгарья, харне хайду я харгар бу ала. Все. Машлам, ассалам алейкум. Российский ученый историк утверждает, что самоназвание грузин Картвели изначально Кертлой, и это им дали нахчи в Предней Азии. Читал про это? Нет, не читал. Если есть информация, скинь. Не читал такого. Так, правильно, депортации я уже сказал про слово. Ибрahim, если в Ютубе есть вопросы, ассалам алейкум, Фокс Чечен, ва алейкум, ассалам алейкум, Башлам, ничего не знаешь про предка чечено-ингушской гаплогруппы Л, откуда, когда это, послушайте, Ахлул Хаг, брат мой, Л-группа, Л3, я знаю, что она является нациеобразующей группой у чеченского народа. И больше всего Л3 именно у нас, Нохчичуя, без всякого сомнения. Небольшое количество оно есть в Аухе. Также небольшое количество есть в Ингушетии, но в основном большая часть, где-то процентов 70, если 75, из всех Л3 находится на территории Нохчичуя, и они являются исконно нохчетейпами. Откуда появилось и все вот это нужно спрашивать уже непосредственно у нашего Пахрудина Арсанова. Про Чунгруя, Алавуша. Про Чунгруя я сказал. Чунгруя это является, Чунгарой является исконно нохчетейпом. Вот.
Они живут по всей территории Чеченской Республики, начиная от Ауха, даже дальше, чем Аух, даже начиная от Далыма, кажется, Далым Юйтигер, Ансалтаю, Ботлиховского района, и заканчивая Урус-Мартановским районом, если я не ошибаюсь. Говорят, ваш клан, он царский клан Мелхи, это правда? Нет. Мелхи очень древний, исконно Нохчи Тейп. У него есть свой говор. Не отличается от чеченцев. Культура, архитектура, все идентично чеченской. Это не пришлый Тейп. Цен Нохчи Тейп. Но я не могу не доверять Ильясу Сигаури, он зафиксировал, и в своей работе зафиксировал, он сказал, что Мелхи это тухум, то есть вар. Если цувар дуба, я думаю, что у него материалы поболее будет, поэтому Мелхи сегодня является варом. Ну и Мелхи, Садеши Чуэмубэш, они тоже из себя такие, тхоэлиду, как и Садуай там, тхоэлиду, Эшбату, тхоэлиду, Бену, тхоэлиду, Цантру, тхоэлиду. И кого ты не спросишь, у Нохчи Тейпа все эли буквы. У нас все генералы, все князья, поэтому тут ничего не скажешь. Поэтому, ассаламу алейкум, брат, скажи про Чанти. Что могу сказать про Чанти? Чанти, Чинхуай. Чанти очень тоже непростой тейп в плане того, что он был фактически на границе с Грузией, граничит с Грузией. Чанти тейп очень пострадал, особенно во время имама Шамиля. Ну, альхамдулилля, Чанти вместе с шароевцами, у них появилась возможность. Короче, Макбет это белец. Шарош сарит али араб ولا سارت جرا لالنق. تيحكي نلصات سومش. تيش يو خليات تيش ما يحنا سرازو. تون أنت تين نقطة تيبدو شيء كويات تيا شير تيبدو. Так, Гюржиш сани цара хилде арваша чоуэй гергало чал деш дуат халдил деш хила цани خوردو ترخ آل تسأل نقطة بو آل ريبيا ونك تعاوما دا ترخ آل. Ассаламу алейкум, башлам. Я думаю, не надо так сильно реагировать так на ложь про Галанчурский район и пытаться им что-то объяснять. Они прекрасно знают, кто там жил и кому принадлежал. Умар, алейкум салам. Смотри, брат, я уже не согласен с тем. Прошло уже 4 года. 4 года мы говорим, рассказываем про свою историю, про свои территории, про свои районы. Если мы не реагируем, они свою ложь считают истиной. Кто бы это ни был. Кто бы это ни был. Но это ведь ложь. Но никогда в жизни ты должен понимать, как сами старейшины акинские, эхкы, лам эхкы, бахкачнах, начиная от Ауха и заканчивая горной частью лам эхкы, точно так же и остальные, и Мелхай, и Тирвай, и Уарстхвай, они все были единым народом. Ой, цахил духетио. Темш биашхена уэйцхил буш. Туам дабэлшна уэйцхил буш. Уарстхвай уэйцани урду махка, хункар махка, цэрбях буш. Петио. Ца война хей, хари, это не национальность война. Наши люди, единые люди. Нохчи или Нахчи, это не название тейпа, это не название района, это название народа. И живет он в Аухе, в Панкисе, в Иордании, Турции, да хоть в Сирии, Шема веш вала, Урду веш вала, еще Митчана веш была, еще Хуа была, еще Нохчи буш, Нохчи. Митчана веш была, Халаха иш дуэр. Ну, келду ашук дякна, дайстагна,
чудуятна, особенно вайдейдайш церболча, эц вагон чубяхкин, бежнеши хидер чудухшту, эц вагон чуат эячо шу, вы войнахи болш, эц раскишт эяч чудуяхкновой, цигат эяч койчера дахит новой, вы войнахи болш. Идуич, кеги болчан, бакки болчан, лергш чудуятна, киетишу. И с тех пор это вот вбилось у нас, отложилось у нас в мозгу. Как это не понимают многие, не знаю. Ну нету ни одного документа, ни в Грузии, нигде. Ну ни в одном месте нету такого названия. Они себя называли войнахами, а нет такого документа. Ни одного нету. Нигде нету. До 1900, как вы не поймете, 20, шудас эля, шудедас эля, шудедас сайчу эля. Ну нет такого слова. И нигде оно не зафиксировано. Ни на греческом, ни на грузинском, ни на арабском, ни на латинском. Нигде. Я не знаю, что вам еще сказать. Я не против этого слова. Войнах, луларнах, гергернах и так далее. Это слово, но не более. Это не нация. Вели его специально, искусственно его вели. Использовали ли мы тогда его? Да. Арам войне хахвар, вой чарахвар ошхлак, вой мах бюч болды. И адхо вала, и лезго вала, цо вой нохчи мах бюч хилля харе. Арам войне гвар оли вой мо. Хинтана вой арж вала до أمريكا نيجر ولات إخواتي ليش خينا ناقوسنا هرم وينك ورا عثمان ورا بلال ورا وينك наш человек, но не название народа, шудук даш. Не надо за это меня ненавидеть или то, что я не против этого слова. Нохчичу асан войнах, дош юкадош, я авиакомпания, я фирм наш танцевальный ансамбль, цаметти гайтиш. Нохчичу асан войнах дуаш хал эбин. Цаметти гайтиш. Покажите хоть одно место. Официальные высокие места, которые названы этим названием война. Мы не противники этого слова, но нет такого этнонима. Нет такой нации и никогда не было ее. Сваны, бацбийцы, кистинцы, они все чечены. Насчет сванов я сказать не могу. Бацбийцы, они входят, Виктор Викторус, входят то, что я сейчас перечислил, в войнахскую группу, но они нахоязычные, считается, что мы являемся вместе. Кистинцы это чечены, вне всякого. Дзурдзуки, кистинцы это чисто нохчи. Когда-то это же название, я говорю только за свой народ. Точно так же кистинцами можно назвать и ингушей. Потому что малые кисты находятся в нынешней Ингушетии. Большие кисты находятся в Чечне. То есть большие кистинцы это как раз таки тех, которых я перечислил. И спрашивали, чен ты, шарвай, галанчажа ашбеш. Там же есть территория, об этом ученые говорят. От Дарьяльского ущелья заканчивая Лезгинскими горами. То есть Андийскими горами где-то написано, где-то Лезгинскими горами. Весь перешейк горной части написано Кистетия, кистинцы, то есть новчи. Первое название было более закрыто Дзурдзуки. Сегодня, зная это слово, зная, что в истории они упоминаются, некоторые пытаются к себе за уши притянуть, но это общее название было, потому что в то время не было отдельной нации, ни бацбийцев не было, ни ингушей не было отдельных, мы все были единым этносом. Как мы назывались в то время? Кистинцами мы назывались, дзурдзуками мы назывались, или аланами нас называли, или нахчи нас называли. Аллаху алям. Но обобщая, документы зафиксировано. С 7 по 1 тысячелетие есть фиксация названия. Грузинами нас как назвали, и как мы сами себе называли еще с тех пор. Сами себя нахчи, народное, нахи. Нахи термин тоже неологизм, так что прошу прощения. Нахи неправильно.
Бат не путайте. Бацуай, бацбийцы это разные вещи. Есть бацуай нохчитейп, а бацбийцы это те, которые в Грузии живут. Это разные вещи. Если есть вопросы с Ютуба, задавайте. Кстати, в Ютубе сидят очень много норнийцев, которые потом писульки там. Не надо вот этот гнев себе там держать. Если у вас есть вопросы, пишите, задавайте в YouTube. Без мата, без вашего любимого места, которое вы любите, этот женский половой орган. Без этого, просто исторический вопрос. Задайте, я обязательно отвечу. Просто задайте вопрос. Не надо писать, вот говорил этот, писал тот. Да, написали большой пасквиль о том, что приняли, я хотел об этом сказать. Якобы малые и старые атаги приняли подданство России, еще 12 шатойских селений приняли не христианство, а подданство царское российское. В 1781 это тоже написали под чеченскими башнями. Во-первых, эти материалы я читал. Там говорилось о шатойских 3 селениях, а не 12. Но даже представим, что их было 12. Даже представим, что туда ходили малые и большие атаги. Заключили договор. Я еще раз вам говорю. В 1801 заключили, 700, конец 18-го, начало 19 века. Если был заключен мир, и мы первыми якобы сдались царской России, подписали мирный договор, если вы это говорите даже гипотетически, чтобы вам было пусто, тупые вы норнийцы, скажите мне, зачем Ермолову сравнивать с землей тот же Шатойский район, те же малые атаги, большие атаги? Зачем нападать, зачем уничтожать? Эти старейшины заключили договор, но через неделю они расторгли этот договор. Мелхи, исконно, нахчийский, вар, тукум. Чтобы вы знали, никогда мелхи не были ингушами. Они не могут по существу своему быть ингушами. Никогда. Возраст иной там. Садеши чуайбу мелхи. Это моя кровь, понимаете? И мне говорить, что мелхи нохчи бац, это человек, который просто обижен и в глубоком заблуждении. Мелхи очень воинственный. Дуагцена дош, мэйра дош, нохчи комана, тайп тухунду. Иш жалам ахкибу, диштибу, чинхуайбу, чантибу и так далее. Язык не ингушский. Нету такого языка у мелхи. Мелхи есть свой говор. Если ты говоришь про галанчорский диалект, чтобы ты знал, к нему, на нем говорит не только мелхи. На нем говорят, допустим, лам акки. На нем говорят мелхи. На нем говорят уарстхуай. На нем говорят некоторые шатуай. И тумкалинцы некоторые говорят на этом говоре. Или диалекте. Поэтому садеши чуа хальш. Сагергер нахулеш. Мелхи. Вот. Поэтому, фуяхи, использование, еще раз я вам говорю, у нас ошичи, бля, фуяхи, это же, как вам объяснить, до начала 18 века все были одним единым целым. И говор наш менялся от того, с кем мы граничили. Чтобы тебе было понятно, раз ты так хочешь. Понимаешь? В определенное время почти мелхист вся входила и в Грузию. Откуда у чистых ногчей грузинские фамилии? Махаури, Хаяури, Фирзаули. Ты не думал об этом? Ури, это остатки, когда входили в состав Грузии, оттуда эти остатки остались. Маргашвили, которые сегодня в Панкийском ущелье живут, и мелхи тоже.
Поэтому нужно знать это. Гай Муци Сцеволла, альбатрос. А кто такие нарнийцы, кого ты называешь так бесцеремонно? А церемониться и не нужно. Чтобы ты знал, термин нарнийцы появился в 18 году. Может быть, это сказка. Это детская сказка. Хороший голливудский фильм, который там через шкаф заходит, и там государство, в котором звери разговаривают. Фантазеры, сказочники. Все, кто лжет, врет, фантазирует, говорит небылицы, несуществующие мифы рассказывают. Их называют нарнийцами. Нарнийцы — это не нация. Это люди, которые врут. Лгут, у которых нет оснований, но все равно они клянутся божаться и врут. Нарнийцами могут быть и Нохчи, и Сюли, и Галга, и Гебертлай, и Гири, и Гюрджи. Любой может быть. Все, кто врет, без разницы. Почему это? И для чего это? Чтобы нормальных людей, достойных братьев, не обижать. Вот кто такие нарнийцы. Сказочники, фантазеры, яйца динозавров, там мамонты. Я не знаю, мамонты-то существовали, я не про это, ну там 50 тысяч лет. Вот такие люди там и так далее. Йети, не знаю, прыгать, которые 600 метров умеют через утесы. Там 2 мяча еще за спиной, он прыгает 600 метров. Ну, даже олимпийский чемпион не может прыгать, а он может прыгать. Вот такие фантазеры, они так и называют. Нет, ни Махаури, ни Хаяури, это не грузинская фамилия. Я говорю, в Ури окончания, которые добавляются, Махаури Садешичуа фамилию. Хаяури, Махаури, Церю. Но я не про это говорю. Я говорю, и Ури Богдари, это наследство осталось вот от того, что мы когда-то Мелхист входила в состав там определенное время, недолго она была в составе Грузии. Вот с тех пор оно осталось. По крайней мере, мне так это объяснили. Это же не говорит о том, что Мелхи является грузином. Нет, конечно. Мелхи чистокровные, ценц и доша, причем очень ревностные, очень боевые ребята. Такие, как Варандуай, такие, как Ламах. Вообще горные тэпы, которые позже всех спустились. Они более такие дерзкие, непокорные такие. Брат, при Дубаеве Мелхи говорили, что они... Я знаю, при Дудаеве, ты хочешь сказать, я знаю. Эта болезнь до сих пор есть. Мелхи недолго это говорили. Эта болезнь была такая. Якобы мы отдельно. Вот это и есть искусственное разделение нашего народа. Мелхи, Орстхуай, Тируай, потом Шотуай. Отделить, раскромсать, раздробить и потом, чтобы друг друга поубивали. Это искусственное деление. Конечно же нет. Вы должны понимать, что, во-первых, язык, у которого нету несколько диалектов, он сам является чьим-то языком. Первое. Второе хочу вам объяснить. Если у вас 100% идентичность всего, в основном 99,9 совпадает с тем или иным народом, вы не можете быть иным. То есть у вас язык должен быть другой, у вас должна быть культура другая, архитектура другая и так далее и тому подобное. Но если у вас все совпадает, ни одна наука в мире вам не скажет, что вы отдельный народ. У вас все одно и то же. Понимаете?
Поэтому это глупость и ошибка тех людей, которые не знают это. Говорить можно, делать можно, но это специально, это то же самое, что сказать чеченцы и нохчи, это разные две нации. Вы же помните, в 18 году были такие дебилы, которые говорили, со чеченец ву, но со нохчевац. Вот настолько дебилы были. А ученые что говорят? Начиная с 19 века, которые начали фиксировать еще в то время. Фиксировали все, что говорили старейшины, что они говорят. Вот это чеченский этнос. И уже подразделения. Там, допустим, шалинцы, атагинцы и так далее и тому подобное. Мелхинцы, шатоевцы и так далее. Вот как есть. Вот для чего и кто это делал, и как это делается, я вам объяснил. Если человек хочет разрушить единство, раздробить максимально и уничтожить, они будут делать для этого все. Чтобы вот так говорить. Эцар цухайна бохар и хакар. Ну бохар, и что? Мелхиш и бохар, тяркистерчар, ки бохар, аухя бочар, ки бохар, масла бахасам, шуйта бочар, ки бохар, чеберлаш, вообще шейх адел, душа адел, нохчи кан бохар. И что из этого? Что из этого? Вы должны понимать, что это глупости. Нету основания всего этого. На этой центральной части, говорящей на одном языке, одной крови, только мы. И даже мы пытаемся делиться, чтобы нас было проще уничтожить. Это глупость. Посмотрите. Мелхе баунишка аусиш, мелхе стел баунишка. Цойпиде. Чин-хайл церк хаусиш, баунишка. Чентиши баунишка хаусиш. Нашхой баунишка хаусиш, шарой баунишка хаусиш, шатой баунишка хаусиш, чеберлой баунишка. Шадик цап маюш. Я же вам рассказывал, что мелхи, нохчи, тейп, мелхи проживали между речи Терека и Сулака. Есть фиксация этого. Они занимались рыболовством. И записано конкретно там небольшой хутор Мелхи-Айна. Это ауховцы, это выход на Каспийское море. Где находится Мелхи и где находится Каспийское море. Мелхи, Тейпан, Нохчи, Коман, выжри тебя ашкалак. В 16 веках, 15 веках, 17 веках. Пока проклятый Ермолов не появился и который решил, что всех нужно уничтожить. Опять же, берем Лам-Эхкы, юго-западная часть Нохчичу, где находится Лам-Эхкы и где находится Аух. Как они оттуда вот туда? Потому что один народ. Расселяли свободное место, заселяли и поселялись, подтягивали. Вот поэтому мы вот так и жили. Особенно, заметьте, особенно на выходе. Бартбош, Садош. Есть вопрос, Башлам, почему чеченцы из Иордании, когда говорят о Чечне, называют Дагестан, но не говорят Нохчичу. Я просто несколько видео это... Да, Дагестан говорят, но я же об этом и говорил как раз таки. Когда я разговаривал с представителем Урду Махка Ашболвой, Нохчик Оман, Тейпниш, Чабеш, Бенуай, Билтуай, Алруай, Эхки, Мюльшу Балаха, царь Даймахкул. Но заметьте, они не говорят войнахия. Войнахца ол царь. Войнах чуется ол царь. Даймахкул. Потому что Даймах, Дагест в то время, когда они уходили, было самое популярное. Вы не забывайте, когда они уехали. Точнее, их заставили оттуда уехать. Они уехали оттуда во второй половине, первая и вторая половина 19 века. А в то время это имамат, в то время было очень... Все говорили о Дагесте. Дагестюар, Дагестюар, Шадик Цадубур.
Это во времена уже первого Гази Мухаммада, Гамзатбека. Не забывайте, вы думаете, что только имаму Шамилю помогали чеченцы? Неправда. 6 братьев Байсангура Биноевского, Бойсхара, поддерживали и Гази Мухаммада, и Гамзатбека, и погибли вместе с ним, воюя. 2 или 3 их оставалось только вот в Чечне. Все, кто жил на границе восточной части, чеченцы, Бельтуай, Шуануай, Шарвай, Чеберлуай, все, кто жил на границе Сюли и Гунки, когда у них происходила беда, всегда ходили им на помощь и воевали вместе с ними. И вы зря думаете, что это было не так. Помогали, потому что они соседи. Раз, и потому что они мусульмане. 2. Урду это деньги, нет. Урду-Амуахк это Иордания. Урду-Амуахк, вот сунах. Турция называется Хункер-Муахк. Ее не Турция называет. Нохчиматта, Урду-Амуахка, Иорданиях ол, Хункер-Муахк, Турциях ол. Шем, Сириях ол. Египет Харсон, из Египет догадалах сон. Поэтому помогали всегда. Неважно, как отплачивали, неважно, там остальные вещи, мадислаштук, сундык бойшуниш. Сюли была, милла была. Это уже другой вопрос. Но в тяжелый момент всегда по соседству живущие с чеченцами всегда выходили на поддержку. Почему все предводители, имамы, так называемые имамы, или так называемые, говорю, после уже Шамиля, и все остальные, Гагатлинские, там, Узун-Хаджи, где они всегда находили поддержку и где они прятались? В горах Чечни. В Чечне их в основном все они скрывались. Не в обиду будет сказано, разве нет? Посмотрите. Миср, правильно. Исраиль не спауна, да и резхал. Миср махкахала. Вот. Поэтому мы должны это знать. Помогали, поддерживали, прикрывали. Я не говорю, что они не делали. Да, среди них тоже были достойные были. Возможно, и сейчас есть. Но пока вопрос не решенный с Аухом, это очень сложно обсуждать. По крайней мере, с Сюли и Газгунки, с этими 2 народами. Вот, поэтому такая ситуация. Что касается вопросов о том, что, еще раз повторю, ни шатойские старейшины, ни атагинские старейшины, малые, большие атаги, договора, конечно, заключали, потому что уставали воевать, им нужна была передышка. Если такие хорошие были все старейшины шатойские, то есть вы называете хакоевцев, хамтоевцев, сеттуай, варандуай, вы называете их такими покорными, которые сразу подписали договор с царской Россией. Если это так, зачем нужно было строить там крепость, уничтожая чеченские башни? Зачем? У меня вопрос. Если они мирные, покладистые, зачем нужно было строить там форпост в Шатой, в Итумкали? Этим ваша ложь становится настолько смешной. Да и никто их не ставил бы, то есть, если кто-то и заключил этот договор, так себе, всерьез не воспринимал. Хорошо ли это, плохо, почитайте историю. О каких мирных переговорах? Начиная с Петра Первого и заканчивая, наверное, Алибек Хаджи, даже Алибек Хаджи, хоть и считается последним, зандакский, последним имамом, несмотря на это, после него были восстания. Пришли красные, против красных воевали. За белых и за красных воевали, кстати. Это наши же нохши. Кто-то был на стороне советской власти, а кто-то был на стороне белогвардейцев. Вайсюли боцуш массобиц
бийца без сюли аварчбу Дагестана цер дук мастхибу вая ас цундербах нохчиматтаха сюли бога шабл Дагестанч бацу. Сюли это аварцы, гумки это кумыки, газ гумки это лакцы. Дальше лязгоя люзгины. Дальше цадахрой даргинцы. Что еще? Кого я забыл еще? Гезлой татары. И так далее и тому подобное. Шабеш просто мы основываясь, я не знаю, почему-то всех их называем, но они не все одно и то же. Вот, поэтому как-то так. Так что по шатоевским и тумкалинским старейшинам, которые якобы заключили договор, но если это было бы так, я думаю, военные действия быстро бы закончились. Но не забывайте, Малая Чечня заканчивалась где? Нет, Галгаска это не относится к Дагестану. Дальше. Вопросы. Вопросики. Гаймут Сацевола Альбатрос. Интересно твое мнение о осетинах и Галгай конфликте 90. Свое мнение Гаймут Сацевола я выразил. Во-первых, вмешиваться, конечно, сейчас объясню. Нет, я говорю именно про даргинцев Цадахрой, не про наших. Смотри, что касается этой ситуации, конечно же, Нохчи на стороне своих братьев, достойных братьев. Это я еще когда разговаривал, еще 2-3 года тому назад с одним осетинским блогером, мы этот вопрос решили. Как бы, тут уже ты просто отсутствовал, может быть, тебя не было. Были на стороне Лалай, потому что очень много погибших, да, что это, как говорится, ситуация очень сложная, и вы между собой сами разберетесь. Но как и любой... Как ты думаешь, давай я отвечу на твой вопрос по-другому. Как ты думаешь, южные осетинцы были бы на стороне осетин северных? На твой вопрос отвечаю. То же самое, на какой стороне были Нохчи. Я думаю, тебе ответ ясен. Другой вопрос, кто там начал, не начал, это ваше личное дело. Нохчи будут на стороне своих братьев, единокровных, единоязычных, достойных, не нарнийцев. Так. Нет, ты путаешь немножко. Цадахрой, есть наши Цадахрой, которые из Грузии. Ну, есть и Цадахрой, который называют, даргинцы называются Цадахрой. Не меня надо это сейчас говорить что-либо. Я не про тейп говорю. Я вам говорю про то, что в справочнике есть. Аварцы делятся на 4 части. Самая низкая страта среди них есть сюли. Не знаю, аварцы есть аварцы. Это все одно и то же. Авары это совсем другое. Прошу, авары это монголоидная раса. Аварцы это вот кавказоидная раса, которые живут у нас по соседству. Это не одно и то же. Я читал, влазить туда я не буду, затрагивать их не буду, но авары это монголоидная раса. Аварцы это кавказоидная раса. Поэтому это не одно и то же. Прошу не путать. Так, что еще? Есть еще вопросы? Сөйлеште, цац болчарт эту, но анде бу, дидой бу, достойный ят сөйле, ялхар нохчиц и нож дютар
وشا حاجة أسويج يا زوجة سقيت أبوشني но dit maar hier zo hoog wij zijn kugelhoe als Duits tegen daar je zegt moet beetje edah kitsch als nach wat zonder te uurlijk als te Duits mush bosunsan margals dikjöish ezgnach bo zonder zo'n usje boys dik وينش بويزدك تنديرا شاش اوشدل همانا حقزعاني لدوش مشجي بو جكتي بو مصوبو تاقشون هر وي قولم وي مرغل ييتسر وي دوزر جرجل وليلدر وي نوخشي قام حستوش برت بوش سحنقيتيت وي هرماشر بوخ سبايتيت شو غيرش دا تسعا ساچ اوه دي خردرشق تسيوشدل همش تديت تا وين ديك بويشون وين بيتان دينك بويشون ويت إين واش دعليه تسش بويشون وي إدو تشدوشون أم حيق لخيل وي حيق لتسخولي وي دو ديدو وي دوخ ديدو وين بيتان ديدو سقيتي رعسويك ديل دوتي Хаттер Ди Шейдол Чайт. Задавайте вопросы, уважаемые мои друзья. Прошу вас не обижаться. Там есть определенный контингент моих братьев, моей крови, моей нации, которые живут в ближневосточных странах, в Европе, которые умеют разговаривать только на родном языке, поэтому я общаюсь с ними на своем родном языке. А так мы готовы и разговариваем с вами на этих. Так, закрытый вопрос. Послушай меня, друг мой. Я понимаю, ты, видать, из старых нарнийцев, походу, ты, который зашел и написал мне вопрос, закрытый вопрос, да? Ты написал, что я отрабатываю, что зарабатываю. За второй час сейчас эфира, вот ты видишь снизу номер. Это моя сберкартовская номер, мой сберкартовский, сбербанковский. Я никому ничего не говорил и не говорю. Кто захотел, 3-4 человека задонатили, мне за это никто не платит. Мы обсуждаем свою историю, свои башни, свое родство, дружбу. Поэтому мне твои вот эти закидоны не нужны. Если у тебя проблемы с деньгами, если у меня будут деньги. Несмотря на то, что ты конченый упырь. У тебя какие-то явно проблемы душевные, не знаю, финансовые проблемы у тебя. Иначе я не могу назвать. Кто здесь стал миллионером или миллиардером, да и кто здесь... Короче. Ладно, башлам моховц мюшбу. Моховч, дик нахбу. Башлам, не трать на них время. Абсолютно не трачу. Единственное, это проблема, конечно. Вечно эта моя финансовая часть мешает многим. Задавайте вопросы. Я болею, поэтому голова чуть-чуть у меня, температура поднимается, поэтому потею. Да, фирменная кепка. Кепка называется Ямагучи. Кстати, здесь хэштег Ямагучи написано. Ямагучи — это японская компания. Ой, махка ашбоц адахра нохчи буй баслам, я правильно понял? Бершбу, нохчи бершбу. Шабеш алцахасу. Дальше. Цадахра шиндех дек ушбу. Шиндех. Цац адахра гюрджи махкербу. И шуэй чарах лошбу. Ворц адахра сюли махкербу. Видать, то ли с этнонимом они что-то напутали, то ли неправильно записали. Мухадала, я давай не произносить цада. Гюрджи махкерц адахра и шуэй цане бу. Хинс он типа ас язинек цигина да. شمل ساعم سيازينا سون حاشو السوق حياتين تأيو إفسح قطعم يازينيات هينز عيازينا هينز حون تيبا أس يازينك تجينا دا إدايتين عسوق
سلاش بولش كوارتان تي عيوتش جويو سقيتش واتس عسو جازني على سيازني يقدر يستنك شيمين واتو يجري قد عسو افيري قيال ريات قيات ونشبات سبا سيخ اتشيل من وات عشي خاطرش دولشو خاطرش لو قيدا ويتغنا я это бац, как говорится, возможности ограничены. Баслан цац был нахавей тарих гуч якче чо но до излухаша. Шейку я отсюда. Задавайте вопросы. Завтра я постараюсь эту халахана. تعجمت أوشكاتهم خلا حقنا я حوصردو ويا شيكية чамби. Завтра 22 или 23:00 мы сделаем эфир. Я постараюсь, по крайней мере, если у меня будет возможность сделать. А так, к сожалению, как раньше, 4-5 часов вести эфир я не смогу. Очень такое. Мог швац это бат свой пока. Вопросы пишите в директ, пишите в ютубе, комментарии. Обязательно лайкайте, подписывайтесь на наш канал, наш ютуб канал. Все, кто не подписан, это где колокольчик, нажмите колокольчик и подписаться. Алязан Хушин, подпишитесь обязательно, чтобы мы знали, кто друг, кто враг. Почему у вас все кланы жили в Ношхе? У нас не все кланы жили в Ношхе. Тебя, Виктор, кто-то вел в заблуждение. Это неправда. К сожалению, 20 секунд. Валейкум ассалам. Больше у меня вариантов нету. Всем огромная благодарность. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Адекюэль. Готовьтесь, завтра у нас будет эфир.